Дебютной ролью Хиблы Гирзмава в Миланском театре Ла Скала стала Анна Болейн в новой постановке одноименной оперы Гаэтано Доницетти. Анна Болейн не ставилась в театре Ла Скала более 35 лет. В последний раз на эту сцену в партии английской королевы выходили Монсеррат Кабалье и Чичилия Газдия. Самая сложная, требовательная публика, которая буквально с нотами сидит в зале и проверяет, правильно ли спела певица ту или иную арию, ту или иную музыкальную фразу. И Хибла Гирзмава дебютировала в этом театре в главной роли в опере Доницетти «Анна Болейн». Это одна из самых сложных женских партий, которая подвластна только большим певицам, примам. Хибла, безусловно, как абсолютно мировая звезда сейчас уже она выступает во всех лучших оперных театрах мира. И самое страшное, самое главное и самое страшное, может быть, для певицы, это то, что эту партию, эту оперу возрождают в театре Ла Скала после того, как она была исполнена 35 лет назад Монсеррат Кабалье, а еще до того Марией Каллас. То есть вот такие предшественницы у Хиблы. И, естественно, она очень волновалась, когда готовила эту партию. Партия очень сложная вокально и очень сложная драматически. Хибла долго ее готовила. Анна Болейн – опера в 3 актах итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Опера Анна Болейн относится к циклу опер Доницетти из истории Англии XVI века. По мнению критиков, роль Анны Болейн требует от исполнителя петь в очень широком диапазоне, от низких до самых высоких пределов. Кроме того, давление на Хиблу Гирзмава будет усиливать тот факт, что она будет исполнять эту роль в театре, где легендарная Мария Каллас возродила к жизни это произведение и превратила ее исполнение в канон. Премьера прошла с огромным успехом, ей просто рукоплескал зал, грандиозный триумф. То есть наша абхазская певица покорила главную оперную сцену мира Ла Скала, и итальянская публика, которая следит за всем, как я уже сказал, за каждой нотой и за каждым правильно произнесенным фразой на итальянском, это же на итальянском языке, они следят за всем. И вот Хибла безупречно просто исполнила эту партию, и сейчас она является, наверное, вот одной из нескольких величайших сопрано мира просто. И я думаю, для нас это огромное счастье. Мы такое, наверное, представить себе не могли, что певица из Абхазии может достичь таких успехов в мире. Ее знают везде, у нее расписан график на много лет вперед. Это, безусловно, наше национальное достояние. Таких певиц не каждый народ рождает, а вот наш народ все-таки оказался очень талантливым, мы это всегда знали, но это вот еще одно подтверждение огромных талантов, которые в нашем народе сосредоточены. Поэтому для нас это большое счастье для всех, и летом мы ждем фестиваль Хиблы Гирзмава. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.